в Ташкентской области составляют списки молящихся. Безысходность. Таджикистанцы снова готовы ехать в Россию. Лидеры стран Центральной Азии обеспокоены событиями в Кыргызстане. По поручению мэрии города Ташкента учителя средних школ составляли обязательные списки учениц в хиджабах, учеников, посещающих пятничные молитвы, а также их родителей. Об этом 1 октября сообщила радио Азадлик. В опроснике, копия которого оказалась в распоряжении Азадлик, от учителей требуется написать фамилию, имя и отчество религиозных учеников и их родителей, указать адрес их проживания и место работы родителей школьников. Кроме того, в опросниках выделены отдельные пункты, где учителя должны указать данные учеников, чьи родители находятся за границей, либо симпатизируют экстремистским течениям. Один из учителей школы номер 12 в Ташкентском районе на условиях анонимности рассказал Азадлик, что эти опросники заполняются в тайне от учащихся и их родителей. По его словам, учителям поручено сдать заполненные опросники в районную администрацию до 2 октября. По словам властей, подобные списки составляются якобы для того, чтобы узнать, нуждается ли ученик в социальной защите, является ли его семья малообеспеченной, растет ли он в полной семье или нет. Ранее независимые СМИ опубликовали копию секретного постановления номер 4437, подписанного президентом Узбекистана 4 сентября 2019 года. В приложении к документу подчеркивалась необходимость составления новых специальных списков верующих граждан. Примечательно, что 15 сентября 2020 года Нижняя палата парламента Узбекистана утвердила в первом чтении проект обновленного закона о свободе совести и религиозных организациях. В обновленном проекте декларируется право каждого человека на получение профессионального образования в религиозных учебных заведениях, а также право родителей или опекунов обучать своих детей основам религиозной практики и этики поведения, образования в домашних условиях. Также отменено требование о недопущении появления граждан в общественных местах в культовых одеяниях. Men aytaman ki, Karimovga nisbatan Mirziyoyev 10%gacha yumshoqroq diktator bo'ladi deb. Hozir 3-4% yumshoqroq. Узбекский наблюдатель отмечает, что режим Мирзияева пытается усидеть на двух стульях, одновременно хочет задобрить народ, изображая либерализацию после зверского режима Каримова, но вместе с тем сохраняет и жесткий контроль над религиозной сферой, выполняя свою главную функцию – сдерживать в народе исламское политическое возрождение. Таджикистанцы едут в Россию на заработки из-за безысходности, так как не могут найти работу у себя в стране, даже за небольшую зарплату. Об этом сообщили Международной организации по миграции МОМ, которая провела опрос среди жителей страны. При этом работодатели и специалисты службы занятости сообщают, что вакансии есть, но профессиональные навыки соискателей не соответствуют современным требованиям. Радио Азади сообщает со ссылкой на исследователя Малику Юрбабоеву, что опрос проводился при личной встрече и по телефону среди жителей Душанбе, а также в Хатлонской области. Свыше половины опрошенных сказали, что готовы работать на родине за небольшую зарплату, так как в трудовой миграции в России они сталкиваются с проблемами и ущемлениями своих прав. Кроме того, отметили они, в условиях пандемии в России тяжелее стало найти работу, отметила собеседница. Карантин, самоизоляция, мы не можем выйти на работу. Нам надо оплачивать каждый месяц 5350 рублей. Напомним, что ежегодно в Россию из Центральной Азии едут на заработки миллионы трудовых мигрантов. В условиях пандемии коронавируса тысячи таджикских мигрантов в России остались без работы. Многие из них вынуждены были вернуться на родину, потому что оказались не в состоянии платить за патент и аренду жилья. Еще часть мигрантов ожидает возвращения на родину. Сейчас очень трудно найти работу в России. В условиях пандемии увеличилось и количество проверок со стороны российских властей, говорит Хуршед, который недавно вернулся из России в Таджикистан. Однако есть и те, кто находится в настолько безвыходной ситуации, что, несмотря на все трудности с поиском работы на чужбине, ждут возобновления рейсов и открытия дорог, чтобы вновь выехать в Россию и иметь возможность обеспечивать свою семью, каким бы тяжелым трудом им это ни давалось.
Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана выразили серьезную обеспокоенность ситуации в Киргизии. По этому поводу было выпущено совместное заявление. Заявление было опубликовано на сайтах Аккорды и МИДа Таджикистана 9 октября. Мы, как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране, говорится в нем. Также в документе подчеркивается, что благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений, говорится в документе. Напомним, что в ночь на 6 октября в Бишкеке люди, недовольные результатами парламентских выборов, вышли на митинг. После того, как силовики попытались разогнать митинг недовольных, в городе начались беспорядки. В ходе столкновений пострадали несколько сотен человек. Один погиб. Митингующие заняли Белый дом, а также освободили из мест лишения свободы бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд других заключенных за коррупцию политиков. ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными. Президент Жээнбеков после беспорядков несколько раз обращался к гражданам. В одном из своих выступлений в ночь на 9 октября Жээнбеков заявил о готовности добровольно покинуть свой пост. «Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна станет на пути законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана», говорится в его обращении. 9 октября он подписал указ об отставке премьера, правительства и председателя ГКНБ. В данный момент в Бишкеке объявлено ЧП и введен комендантский час. Я не думаю, что Кремль мог каким-то образом влиять на события в Киргизии. Это настолько внутренне-киргизская, так сказать, галиматья. По мнению политологов, такое развитие событий по соседству не может не беспокоить авторитарные режимы региона, даже если конкретно эти события больше связаны с борьбой за власть между местными кланами.